Еще вчера здесь шили платья и юбки. Сегодня выпускают балаклавы, рубашки и термобелье. В этой мастерской за машинками будущие дизайнеры и модельеры. К работе в свободное от учебы время подключилась второкурсница Альбина Аминова. Эти изделия намного легче шить, потому что тут швы, отделочных строчек нет никаких декоративных деталей тоже нет. Самое долгое время, что занимает, это раскрой деталей. Созданием нового обмундирования для мобилизованных занялись в Институте дизайна и пространственных искусств КФУ. Опытные образцы должны превзойти уже существующие по характеристикам. По словам преподавателей, главная цель – создать более безопасную и удобную экипировку. Сейчас здесь работают над улучшением балаклав, тактических рубашек и разгрузочных жилетов. Мы здесь предполагаем замену вот этих вот застежек, потому что, вот по мнению бойцов, это очень неудобно, они очень длинные, они очень мешают, особенно, еще раз говорю, да, когда идет вот это вот передвижение ползком, да, вот по земле. Вот эти вот железные, используемые в данном случае, да, железные застежки, они тоже не очень удобны, они натирают. Все модернизированные изделия опробуют в деле. Функциональность и удобство амуниции оценят в полевых условиях. Экипировку отправят в батальоны Тимер, Алга и Барс. Моделировать новые образцы помогает Евгений Жемков. Что такое спецоперация, он знает не понаслышке. Прошел через зону конфликта в мае. Например, там очень важная такая вещь, как газовый баллончик. Для газа приготовить пищу. А его там не было. И в военном штатным расписанием он не предусмотрен. Ни плиточка, ни газовый баллончик. Может быть, и не надо на каждого солдата, но 1 на 5 он точно должен быть. Собрать материалы удалось общими усилиями. Помог бизнес и рядовые татарстанцы. Как отметили, задача не выйти на промышленное производство, а создать уникальные образцы. Речь идет именно о научной составляющей, что те изделия, которые сегодня здесь конструируются и моделируются, это улучшенные характеристики, это сниженная стоимость. Речь идет о формате некого конструкторского бюро, и результатом работы их служат патенты, научные исследования, разработки. Первую опытную партию экипировки на целый взвод планируют отправить к концу этой недели. Рамиль Галиуллин, Данил Филатов, ТНВ, Казань.